Здравствуйте, в эфире «Вечерняя смена», в студии Алана Газацева. Мы подготовили много интересного, проведите уютный телевечер с нами. Яркие премьеры, открытие малой сцены, онлайн-продажи билетов. Новый сезон в Северо-Осетинском государственном академическом театре имени Тхапсаева стартовал эффектно. Об этом журналистам рассказали в театре на прошедшей пресс-конференции. Немало приятных сюрпризов ожидает зрителей впереди. В декабре еще одна премьера «Золушка» на осетинском языке, а в новом году шекспировский «Король Лир». Все детали узнаем из первых уст от директора театра Чермен Дудаева. Добрый вечер, Чермен. Добрый день. Вечер уже. Да, уже Алана, вечер. уважаемые зрители. Приятные новости. Это большое количество действительно премьер. И все то, о чем рассказывалось на недавно прошедшей пресс-конференции, довольно оптимистичное настроение вселяет. Расскажите, на чем делался акцент при подборе репертуара, потому что много классики в репертуаре в этом сезоне, и эта тенденция будет продолжаться и в следующем году? Надо сказать, что концептуально всегда в Осетинском театре, как и в прошлом сезоне, в этом сезоне, ставим мы, начиная с нашей национальной осетинской поэзии, инсценированной потом, прозы. Я говорю сейчас, когда говорю о поэзии, это уже традиционно наши спектакли, которые в репертуаре у нас идут уже несколько лет, это Фатима и Чермен. Да, это наша национальная драматургия. Также это русская литература. Это палата номер 6 Чехова. Это Демон Лермонтова. Это доходное место Островского и так далее. И это, конечно же, мировая классическая литература. Это Уильям Шекспир, потому что у нас по темпераменту наш театр, он такой шекспировский. Поэтому, наверное, человек, именем которого назван театр, прославился вот ролью Отелло. Это Владимир Тхапсаев. Наверное, вот о художественной части театра лучше бы рассказал художественный руководитель Гиви Валиев, который формирует, собственно говоря, этот репертуар. Сейчас в репертуаре театра 30 спектаклей. Этот репертуар постоянно пополняется. В будущем сезоне, как вы сказали, мы увидим «Короля Лира». Будут приглашенные режиссеры. Будет 12 стульев, что очень интересно. Будет 3 мушкетера. Мой товарищ Заур Соскиев написал инсценировку известнейшему и для нас очень дорогому произведению Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол». И мы знаем, почему мы любим это произведение все. Безусловно. Заурбек. Очень приятно слушать такие новости. Я как раз хотела спросить о современной драматургии, да, о современных драматургах, о новых именах в осетинской драматургии. И вот как раз-таки вы предвосхитили мой вопрос и озвучили такую приятную новость. Да, скажу честно, с точки зрения литературы, если рассуждать, что с драматическими произведениями у нас было тяжело в последние годы. И некоторое время назад приезжал в республику известнейший такой драматург Владимир Гуркин. Его нет уже, к сожалению, сейчас. Он написал сценарий к «Любовь и голуби», «Кадриль» известная его была. Вот искали драматургов. Это очень такое высокое искусство, очень непростое, поэтому не всякий, кто называется сегодня драматургом, называет себя таковым является. Однако у нас есть и даже в театре Ашахмат Айларов сейчас написал произведение, и будут его ставить новое.
Будут его ставить на сцене Остинского театра. Завр Соскиев пишет, я опять же повторюсь. Есть ряд людей, но, конечно, драматургию в республике надо еще воспитывать и возрождать, безусловно. Не буду говорить, что этот вид искусства очень сильно развит, но все же. Все же, помимо драматургии, конечно, театр нуждается и в актерах, и в новых кадрах. И я знаю, что в этом году стартовала работа детской студии театра. Расскажите, как зародилась идея создания этой студии, в чем, собственно, идея? И те дети, которые будут заниматься, ну это как будущий кадровый резерв? Можно и так сказать. Вообще, конечно, у нас большой коллектив. Мы все согласны с тем, что человеком номер один в театре является актер. Хотя в театре есть и производственные цеха, производятся декорации, есть пошивочные цеха, костюмерные, бутафорские цеха и так далее. И есть художники. То есть люди, которые обеспечивают нормальную работу хорошую режиссерам, актерам и так далее. Что касается студии для наших младших, она функционирует уже, наверное, пару месяцев, может, чуть больше. И хотелось бы сказать Вячеславу Зелимхановичу Битарову спасибо за то, что он спонсирует. И эта студия бесплатная, где людей, детишек обучают основным таким дисциплинам театрального искусства. Они с удовольствием ходят. Я несколько раз был на их занятиях, несколько педагогов с ними занимаются. Я думаю, что кузница кадров — это мало сказать. Это, наверное, что-то большее. Ну, обучать... У нас есть театральные факультеты и так далее. Вот там кузница кадров настоящая. А вот эти дети, которые занимаются, они могут быть в дальнейшем, возможно, задействованы в спектаклях? Конечно, с удовольствием. Но это все-таки не совсем ко мне вопрос, а просто к художественному руководителю. Об этом нельзя не поговорить. Ну ладно, тогда давайте перейдем к более таким вопросам бытия. Административным. Да, ну пусть будет административно. Да. Там театр начинается с вешалки, и можем даже сказать... Ну, в данном случае нас больше интересует сцена, чем вешалка. И я хочу сказать именно об открытии малой сцены. Это важное событие в работе театра. Хочу спросить, вот как вообще зародилась идея открыть эту малую сцену, почему возникла в этом потребность и какие художественные формы уместно именно показывать на этой сцене? Вообще малая сцена, она работает совсем недолго, но там уже идут спектакли, очень интересные спектакли. «Все человек» по Костахи-Тагору. Да? Спектакли для детей, для юношества идут на этой сцене. Там камерная, совершенно иная обстановка, интересная, новая обстановка. Вот эта сцена была... Там вообще было помещение репетиционного зала. Такое полузаброшенное помещение, которое, мало сказать, нуждалось в ремонте. И вот за время летних каникул, пока отдыхали наши актеры, каникулы, я сказал, это отпуск, безусловно, мы эту сцену тоже при помощи, кстати, Вячеслава Зелимхановича, других меценатов, мы эту сцену сделали. И сегодня бюджет театра и количество спектаклей увеличивается за счет того, что сегодня спектакли и на большой нашей сцене можно увидеть, и на малой сцене. То есть в день можно показывать 3, наверное, спектакля. Сейчас в месяц около 20-24 спектаклей идет в Остинском театре. Конечно, я хочу сказать, что вообще здание, которое внесено в реестр памятников культурного наследия, оно нуждается вот в кардинальной реконструкции. Оно
1967 года постройки заработал Остинский театр в этом здании в 1968 году, то есть это уже около 55 лет даже прошло. И, конечно, были ремонты, здание приводилось в порядок несколько раз, но сейчас нужно включиться, и существуют, насколько мне известно, определенные государственные программы. Я хочу благодарить руководство республики, которое активно нам помогает в этом плане, потому что заторгована научно-проектная документация, полностью все чертежи готовы, расчеты, визуализация, мы знаем, как это будет выглядеть все. И вот сейчас задача, я знаю, что руководство республики, даже сегодня у нас была Лариса Александровна Туганова с рабочим таким визитом, часто бывает глава очень и на спектаклях и так далее, председатель правительства, профильные министры. Вот они активно занимаются этим делом, и я думаю, что в ближайшее время, может быть, в следующем году уже начнется такая капитальная реконструкция в рамках реставрации, потому что сегодня инженерные коммуникации, водоснабжение, теплоснабжение, вентиляция, электрика и так далее, также механика сцены, штанкетное хозяйство, свет, звук. Это все надо обновлять, надо модернизировать и приводить потихоньку здание в порядок. Ну, в преддверии столь масштабной реконструкции, тем не менее, театр не стоит на месте и развивается, и какие-то новшества внедряются в театральную жизнь, в работу самого театра. И одно из новшеств — это появление в холле кафе. И, в общем-то, это такая практика общепринятая, кафе в театре, такой романтический перерыв в антракте. И не только, еще и до спектакля можно посетить кафе. Люди подходят раньше и после спектакля. Парень привел девушку, посмотрели спектакль, зашли, попили кофе. Ну, это нормально. И хорошая эта инициатива, на мой взгляд, хотя на некоторыми людьми была со скепсисом встречена, но кафе будет в ближайшее время работать. Тут я хочу поблагодарить Тамерлана Засеева, Меркадо Групп, который полностью оказал нам помощь. Ни одной копейки из бюджетных денег не было потрачено на это кафе, но оно заработает, и это нормально, потому что любой уважающийся театр, он... В общем-то, есть театры даже столичные, куда приходят из-за буфета. То есть они в буфете посидят, вот это такая атмосфера, пойдут посмотрят спектакль, а потом обсудят опять за чашечкой кофе этот спектакль. Или человек элементарно захотел выпить воды. Просто выйти в фойе, и это цивильно все. Хотя были там какие-то инсинуации в отношении того, что сняли портреты наших старших и так далее со стен. Это неправда. Дело в том, что там велись сварочные работы, когда устанавливались вот эти вот конструкции специальные, барные. И чтобы искры, вот эта вот грязь, строительный мусор не испортил портреты, их временно снять, сейчас они висят все. Поэтому я понимаю, что, помните, как в этом мультике, хорошими делами прославиться нельзя. Но все-таки это хорошее начинание кафе. В театре Остинском оно должно быть. Как и малая сцена, как и все остальное. Насколько я понимаю, это пространство кафе, вы планируете использовать и как лекторий, возможно? Конечно, уже есть заявки на это, там будут проводиться и творческие вечера. 17 столиков расставлено, там есть балкон. В любом уважающем себя театре каждую площадку надо использовать по назначению. Вот так.
А еще про новшества хочу спросить. Это по поводу онлайн-продажи билетов. Да. Это очень удобная функция, и долгое время ожидали этого, и, Да. наконец, это Мы очень внедрено. долго переживали на этот счет, потому что мы думали, у нас разных возрастных групп зрителей. Все ли поймут вот это новшество, хотя уже везде есть онлайн-продажи билетов. Когда мы увидели, что на первый спектакль через онлайн-продажи было куплено 149 билетов, а сейчас львиная доля купленных билетов именно через онлайн-продажи, что дало увеличить внебюджетную часть доходов театра значительно, мы поняли, что Это давно назрело, давно необходимость. назрело, очень хорошо это. И ну, не все люди, они воспринимают новшества так нормально. Я опять же говорю, многие с неким скепсисом. Хотя наши актеры, а я убежден, что в Осетинском театре великолепнейшие актеры, о которых потом будут говорить еще долгие-долгие годы, вспоминать как крупных актеров, и не только актеры, и режиссеры. И они, ну, те, с кем я говорил, они восприняли вот эти новшества, и покупку транспорта было куплено, заторговано, и мы сами ездили и забирали в Нижнем Новгороде 2 микроавтобуса новых, комфортабельных, крафтеры Volkswagen и для перевозки нашей труппы, и 2 машины «Газель Next» для перевозки декораций. То есть какие-то хорошие новшества надо воспринимать адекватно. Я думаю, что наш коллектив воспринимает это, и в дальнейшем зрители воспримут это хорошо и нормально. Ну, я надеюсь, что все-таки удастся прославиться хорошими делами. Вот. И спасибо за ту работу, которую вы проводите, и за это интервью. Спасибо вам. Сейчас прервемся на небольшую рекламу, сразу после нее продолжим наш эфир. Продолжаем вечернюю смену. Вкусно и точка таких отзывов ждут от гостей Северной Осетии. Гастротуризм – перспективное направление, которое набирает обороты. На него ставку делать будет и Республиканский комитет по туризму. Путешественникам, посещающим нашу республику, предлагается большой выбор авторских гастрономических туров, и особый интерес вызывает национальная кухня и мастер-классы по ее приготовлению. Все детали обсудим сейчас в нашем эфире. Здравствуйте, Мадина, Тамара. Спасибо, что пришли к нам. Тема очень приятная, позитивная. Это туризм, развитие туризма. И если сужать, то гастротуризм. Но сейчас, Мадина, я хотела бы более общий вопрос задать. В целом мы наблюдаем вот эту тенденцию увеличения турпотока. Это не может не радовать. Да, мы пытаемся поспевать за этим потоком. Но тем не менее, какие направления туристические, вообще туризма, направления в последнее время себя зарекомендовали и показали как самые востребованные, как самые актуальные? Да, здравствуйте. На самом деле вы верно отметили, но я думаю, что это для всех сейчас очевидно, что помимо основных направлений в туризме в уходящем сезоне, таких как, например, культурно-познавательный, самый востребованный, в том числе самое востребованное направление, потом трекинговый туризм, это пешие маршруты по нашим тропам, джипинги и так далее. Сейчас трендовым направлением был гастротуризм. Конечно же, гастротуризм, если говорить об Осетии, предполагается не только знакомство с нашей национальной кухней, через которую, собственно, я думаю, что это один из самых ярких способов познакомить гостя с нашими традициями, историей. Вот. А также еще и сопровождается это и мастер-классами, конечно же. Это сейчас очень большой был спрос на это. Это были мастер-классы как и в самих сельских поселениях, где, собственно, туристов вы знакомили с культурой, с
с этническим, с самобытностью. Вот. И что я хотела сказать, что в нашем случае гастротуризм предполагает еще комплекс таких вот мероприятий, как, например, пикники под открытым небом с нашими традиционными национальными блюдами, с живописными пейзажами, что придает еще большего эффекта. Ну и я думаю, что, конечно, туристы остаются под неизгладимыми впечатлениями после вот таких предложений туристических. А вообще как отслеживается вот этот турпоток и как отслеживается, какие направления востребованы? Есть ли какой-то такой статистический центр, где это все отмечается? Потому что не все приобретают туры, некоторые люди приезжают просто и уже на месте ищут, чем себя занять. Да, на самом деле большинство туристов не пакетные, что предполагает такие приезжающие туристы дикарем, то есть просто приезжающие на территорию республики, и здесь уже они пытаются найти подходящие для себя маршруты, объекты питания, средства размещения. Вот. Таких, да, сейчас в большей степени, но в этом сезоне мы наладили уже взаимодействие с федеральными туроператорами, и, конечно же, уже пакетных туристов станет больше, которым уже будут предлагаться туры, все включено. А что касается статистики, да, мы ведем статистику с помощью специальной платформы одного из сотовых операторов. Раньше нам Росстат предлагал данные. И сейчас мы можем сказать уже определенно, что, конечно, в этом сезоне вдвое возрос туристический поток. Теперь мы очень внимательно мониторим и прогнозируем в следующем сезоне еще больше прирост. Здорово. Спрос рождает предложение, да, вот так в геометрической прогрессии растет этот турпоток. А какие отрасли, какие области вот именно в этом сегменте нуждаются в том, чтобы их прокачать, усилить, улучшить? Ну да, помимо того, что мы можем похвастаться большим приростом туристов, конечно, то, о чем мы очень часто говорим, это недостаточно развитая инфраструктура в рамках наших туристических маршрутов. Это нехватка придорожного сервиса, санитарных остановок, объектов питания. Над этим мы, конечно, сейчас активно работаем. Уже выявлены площадки на туристических маршрутах, где предположительно будут строиться вот такие вот придорожки. И думаю, что в следующем сезоне все-таки мы сделаем это. Важный нюанс — это что с появлением такого большого количества туристов, естественно, возрос спрос на услуги гидов, экскурсоводов и так далее. И я знаю, что проводятся и образовательные программы для гидов. Есть и гиды, которые самообразовываются и становятся такими гидами-дикарями, да? И тем не менее, вот какая работа в этом направлении, потому что важно, чтобы гид, экскурсовод был квалифицирован, он знал то, о чем говорит, и гостям республики давал правильную информацию. Да, в связи с тем, что сейчас активно у нас внутренний туризм развивается, конечно же, на рынке возрос спрос, на туристическом рынке возрос спрос на эту услугу. Соответственно, все желающие, в том числе и недостаточно компетентные желающие, отправились туда предлагать все свои услуги. Вот в связи с этим есть закон Российской Федерации, который гласит о том, что все практикующие гиды на территориях регионов, в том числе и не своих регионов, обязаны пройти так называемую аттестацию. Вот. Аттестация будет проходить на базе нашего комитета республики по туризму. Об этом нам более подробно Тамара расскажет. Тамара, Да, расскажите, день. что будет включать в себя аттестация? Это экзамены, это какие-то практические задания? Конечно, комитет по туризму заинтересован в том, чтобы услуги гидов предоставляли грамотные люди. И в связи с этим мы сейчас уже объявили старт приема заявок на прохождение аттестации. Сама аттестация будет проходить из 2 этапов. Первый этап будет в виде тестирования в
тесте 30 вопросов, и соискатель, ответив на 23 правильных ответа, проходит на вторую часть экзамена, на практическую. Его будет оценивать аттестационная комиссия, состоящая из квалифицированных, грамотных людей нашей республики. Там они будут по билетам уже отвечать и должны будут представить один из объектов показа на свой выбор. Как бы это основные моменты, но требования к соискателям тоже имеются. Они должны получить образование в сфере туризма, либо дополнительное образование, либо это может быть их основной профиль. В принципе, соискатели, которые занимаются в сфере туризма более 3 лет, они не проходят тестовую часть, они сразу проходят на практическую. Да. Мгм. А вообще, если, скажем, претендент проваливает такой экзамен, то... У него есть возможность пересдачи, но не менее чем через 10 дней он может повторно прийти на экзамен. Мгм. А если не проходит аттестацию, то есть вообще в принципе не подает свою кандидатуру для участия к аттестации, то есть такие экскурсоводы, такие гиды, они будут как-то выявляться, что будет с После ними? прохождения аттестации гиды будут занесены в Федеральный реестр гидов-экскурсоводов. Им будет выдан бейдж установленного образца, и без них с 1 июля 2023 года они предоставлять услуги будут незаконно. Мгм. То есть уже будет понятно, кто сертифицированный, кто аттестованный гид, Да. а кто нет. Да. Мгм. Ну и, соответственно, какие-то надзорные функции будут осуществляться тоже на базе комитета, которые, в свою очередь, и будут выявлять таких гидов. А вообще Самозванцы. какие есть еще, скажем, проблемные зоны именно в сфере туризма, помимо инфраструктуры, помимо квалификации гидов, то, о чем мы говорили? Вот, скажем, с увеличением такого турпотока сразу задумываешься о местах размещения. Да. Да, проблема, о которой тоже мы часто говорим, это средства размещения, недостаток гостиниц, тем более, что гостиницы должны быть классифицированы. Только с классифицированными гостиницами наши туроператоры могут сотрудничать. Коттеджи, гостевые дома, которые не проходят необходимую процедуру, они тоже считаются, их деятельность тоже считается незаконной. И это тоже работа нам предстоит. Вот. А что касается, значит, решения проблемы с нехваткой средств размещения, в рамках федеральных мер поддержки сейчас у нас к концу года будут реализованы проекты, связанные со строительством модульных мини-гостиниц. Очень надеемся, что к концу года они уже будут готовы встречать туристов. Они обеспечат республику порядка 220 койко-местами, что уже, в принципе, хорошо. Ну, это такое экспресс-строительство, получается, что так быстро. Это быстро возводимые модульные гостиницы. Так и предполагалось. А Не вообще, капитальные. да, а касаемо финансирования этой отрасли, как обстоят дела с этим? Федеральное финансирование, региональное финансирование, какой вообще объем? Поток увеличивается, а финансовый поток? Да, в этом году федеральная поддержка была ощутимая. Вот, собственно, о чем я сейчас сказала, это в рамках федеральных мер поддержки. Помимо средств размещения, у нас еще нашим регионам была получена субсидия и разыгран конкурс на получение грантов на развитие инфраструктуры, обустройство национального маршрута, что предполагает строительство туристско-информационного центра тоже на одном из туристических маршрутов. И очень много у нас деятельных людей в сфере туризма получили субсидию, и тоже будут реализованы их проекты в ближайшее время. Мгм. Ну и резюмируя наш разговор, давайте обозначим актуальные задачи, какие-то планы на ближайшее время, которые намечены. Актуальные задачи — это, безусловно, подготовка площадок для
привлечение хороших инвестпроектов, инвесторов. Инвестпроекты предполагают не только строительство гостиниц, но еще интересных объектов посещения, притяжения туристов на туристических маршрутах. Конечно же, мы очень хотим, чтобы у нас было все больше и больше идей, связанных как и с активным туризмом, так и с какими-то еще креативными идеями, воплощенными в реальность. Ну а мы, в свою очередь, должны подготовить для этого площадки. Ну и помимо этого мы, конечно, работаем над развитием новых направлений в туризме. Например, можно отметить такое интересное направление, агропромышленный туризм. Нами было уже отобрано 10 предприятий. Это предприятия, которые будут готовы осуществлять демонстрацию на своих цехах, рабочих площадках. Это демонстрацию производства для многих туристов российских и не только. Это в какой-то мере в диковинку, очень интересно и любопытно. И сейчас мы пока что эти предложения, они в рамках комплексных туристических пакетов, но их вполне возможно и в формате отдельного такого отдельной экскурсии предлагать. Об этом более подробно мы будем тоже писать на наших интернет-площадках и знакомить наших читателей. Очень много интересного, и действительно такое есть предвкушение к новому уже летнему сезону, хотя и зимний туризм тоже развивается и продолжает развиваться. Что ж, спасибо большое за это интервью. А сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, сразу после нее продолжим наш эфир. Продолжаем вечернюю смену. Поэзия в гравюрах. Во Владикавказе завтра в филиале Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина откроется выставка «Венецианские строфы» известного художника Владимира Насеткина. Она вдохновлена одноименным поэтическим циклом Иосифа Бродского. В экспозиции 16 гравюр, созданных под впечатлением от 16 стихотворений. Работы выполнены в технике ксилографии, это оттиск на бумаге с деревянной формы. Ну а все тонкости узнаем прямо сейчас в нашем эфире. Здравствуйте, уважаемые гости. И снова здравствуйте. Да, и снова здравствуйте. Это приятно, когда в этой студии мы так много и так часто говорим об искусстве, о самых разных формах художественных. Да, конечно, очень часто это бывает конкретно в филиале Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Такие разные жанры, такие разные виды искусства. Сегодня мы говорим о графике. Я хотела начать с автора. Конечно. Да? Владимир Никитич, к вам вопрос. Расскажите, пожалуйста, вообще, что вас связывает с творчеством Бродского? Является ли этот поэт вашим любимым? И почему вы вообще вдохновились созданием такого цикла работ? Как он зародился? Ну, во-первых, это жанр книга художника, который зародился в начале 20 века. И, кстати, на Кавказе, в Грузии, Ильяс Зданевич, Кирилл Зданевич, они стали делать книги. Потом Ильяс уехал в Париж, и там стал очень выдающимся просто мастером контактов с замечательными художниками, Пикассо и прочее, прочее. И этот жанр, книга художника, он развился, теперь это набирает еще больше обороты, это интерес к этому жанру. И я тоже прикоснулся к нему с удовольствием и с радостью. И создал эту книгу художника. Это сейчас здесь я показываю, это не просто книга художника, то есть это все-таки книга художника, но в виде инсталляции. Показан фильм, большой фильм, где космическая съемка Сан-Микеле, кладбище, где лежит Бродский, Венеция, ее каналы. Тут же появляются мои гравюры, а вокруг по дуге, я расскажу зрителям. А снимали же сегодня. Да, сейчас как раз на экране покажут. Да, и расположены 8 пюпитров слева, 8 справа по дуге. И голос Бродского читает все 16 строф. То есть таким образом он дирижирует всей выставкой, всей этой инсталляцией. Во втором зале
черно-белый фильм, уже более дидактический, где показан весь процесс Вот как раз Создание. Вот да, как весь раз процесс пюпитры. создания вообще ксилографии. Это очень редкая техника, очень трудоемкая, ну, к сожалению, вырождающаяся по ряду причин. И плюс там вот этот идет фильм, очень талантливыми ребятами сделан, моими друзьями, и представлен стол гравера. Вот мы сейчас видим стол гравера, где сам Володя привез свою мой рабочий стол, да. лупу, подушечку. Вот как раз я хотела, вы все мои вопросы опередили, ну давайте по порядку. Вот хотела спросить про ксилографию. Почему именно эта форма была избрана вами, и вы говорите, что вырождается. А почему вырождается? Объясню. Потому что ксилография режется, 90% ксилографов работают на дереве самшит. Что такое самшит? Самшит — это, когда мы в Европе, в Америке говорим самшит, они говорят, нет, нет такого дерева, есть кавказская пальма. То есть она растет только на Кавказе. Это самое твердое дерево, это единственное дерево, одно из немногих деревьев, что тонет в воде, что удивительно. То есть настолько плотные годовые кольца. Поэтому для художника это очень благодатный материал, то есть форма очень долго держится, можно печатать сотни, тысячи оттисков, потом как бы режешь ее металлографскими штихелями, то есть штихелями по металлу, что, и поэтому очень трудоемкая, очень временно затратная. Кропотливая. Да. Почему вырождается? Потому что вымерли, к сожалению, все мастера, кто мог создавать, делать вот эти формы, вот эти доски сами. И поэтому мы пользуемся только, в основном мы пользуемся только срезом дерева, это торцовая гравюра, на торце дерева. И мы пользуемся только торцом не обработанным, а просто вот используя естественную форму дерева. Фактически это спил. Да, это Да. спил. И в данном проекте я совершенно конкретно ушел. Даже если бы у меня есть сколько-то квадратных, прямоугольных форм дерева. Но я сознательно ушел от этого, чтобы именно естественность силуэта и все вот эти направления дерева, его силуэты я все использовал в гравюрах. И все рисунки подстраивал под дерево само. Вот вы говорите, что материал, с одной стороны, такой благодатный, да, хороший, а с другой стороны, требовательный. И вот нужно хорошенечко помучиться, прежде чем создать, да, если мы говорим о резцах по металлу даже, и их используют. И это, наверное, как-то синонимично мучению поэта, который он испытывает, создавая стихотворение. Сначала это мучение где-то в глубине души, а потом уже, когда это выливается на бумагу, наверное, вот что-то схожее в этом есть, да? Ну, вот Галина... Алана, я только что задавала она все те же самые, терзает. Да, терзала вот его видите, все я не эти- подслушивала вас. Я скажу, что это такое, это садомаза. Да, это, конечно. Потом Галя спрашивает, что ты вообще находишь в этом? Я расскажу. Когда, во-первых, я работаю, там, ну, всякий ксилограф работает, лупа, 2 источника света, чтобы объем не видно было. Ну, то есть, чтобы было видно все, что ты делаешь, Тени любой мешают. штих, чтобы теней не было. И когда я гравирую, я как бы отключаюсь, и я вижу под лупой, я вижу, как будто я Микеланджело и точаю какие-то врата там Ватикана, как скульптор. Это фантастическое состояние. И вот это вот, может быть, ради этих вот каких-то Ощущений. минут, этих ощущений. А вот еще один вопрос задам по поводу того, что важный момент — это не иллюстрации, да, это именно работы вдохновленные, то есть тот образ, те ощущения, которые вызывает то или иное стихотворение, вы его реализуете в виде вот именно изобразительной такой, в виде гравюры. Правильно я понимаю? Да, то есть это не иллюстрации в таком виде, как часто я очень не люблю иллюстрации, которые именно иллюстрируют такой визуальный ряд как бы.
То есть нет, искусство поэзии — это вообще искусство внеобразное. То есть не обязательно должен возникать зрительный образ. Иногда может быть, но, как и в изобразительном искусстве, это, по крайней мере, это мое глубокое убеждение, как и в изобразительном искусстве, искусство поэзии, оно может быть именно, оно держится там на совсем других, незрительных образах. То есть все дело в поэзии, в музыке, в акценте, в ударении, в паузе, в пустотах. Я люблю это в изобразительном искусстве. И, естественно, вот делая этот цикл в 2011 году, я как раз от этого уходил. То есть это, да, это с большим трудом кто-то может увидеть там. И там действительно есть как будто силуэты каналов. Почему космическая съемка в фильме присутствует? Есть движение каналов, есть вдруг там гондола, вдруг весло. Но это только я вижу. На самом деле это какие-то знаки той местности, знаки тех предметов, которые очень опосредованно относятся к иллюстрации, но все равно они иллюстрируют, они рождены вот этим слогом, этим движением поэта. Ну, тут уже вопрос к зрителю, да, и его восприятию, вот эта возможная недосказанность, вот эта образность, и каждый зритель что-то свое может найти, ему откликнется та строфа или эта строфа Бродского. Ну, мне кажется, что это очень индивидуальная вещь, как и любое восприятие любого объекта искусства очень индивидуально. Да, это очень точно, потому что кстати, вот дерево, самшит, ксилография, это, в принципе, для меня это дзен-буддизм. То есть это как бы искусство Востока. То есть дзен-буддизм, вот, искусство Востока, Китай, Япония. Это педантичность, да? Вот нет, это вот. нет, я не это хочу сказать, нет. А именно как бы недосказанность, эстетический намек, чтобы зритель сам что-то открывал, чтобы он был соавтором вот этой твоей работы. Ага, И поэтому недосказанность, эстетический намек, легкость — это очень трудоемкая техника, но у меня в гравюрах, во многих гравюрах, в лучших гравюрах, там вообще легкое дыхание, это в искусстве очень ценно, чтобы не видно было ни пота, ни крови. Никто не поймет. Сегодня подошла наша коллега Мария и сказала: это тушь перо. Я бы должен оскорбиться. На самом деле это комплимент, потому что это как будто бы легко сделано. На самом деле это форма, которую я очень люблю. Это знаете, это традиция русского лубка, традиция японской гравюры, когда ты выбираешь все дерево и оставляешь только линию, которую, чтобы ее оставить, надо потратить столько энергии, столько сил. Вот у меня такая ассоциация возникла в связи с Востоком, да, это как такой изобразительный коан, да, это вот эта загадка, которую загадывают, вопрос, который не требует ответа, да, но который обращает человека, слушающего, того, кто обращается к мудрецу, заставляет самого задуматься. Вот, наверное, такой изобразительный коан. Ну, такая мысль возникла. Галина Майербековна, добралась наконец до вас. Скажите, вот на ваш взгляд, почему эта выставка актуальна в Осетии? Вообще, почему вы решили именно эту экспозицию показать? Ну, конечно, многое связывает Владимира Никитича с Осетией, в том числе и звание заслуженного художника, многие годы, да. Это участие во многих наших проектах, в 3 Аланиках, потом в наших выставках, которые, в общем-то, за последние годы прошли. Это вне всякого сомнения. Но эту выставку, когда в Венеции, в 2011 году был сделан этот проект, и Владимир показывал его на Венецианской биеннале, я его видела по картинкам. И вот с этого времени я мечтаю показать его у нас здесь, в Осетии. Вы, наверное, отметили, что мы привозим в основном сюда работы художников. У нас всегда участвуют в наших каких-то
групповых проектах наши художники, художники Осетии, художники Северного Кавказа. Но мне кажется, мы выбрали правильную вот эту вот политику. Мы привозим и показываем здесь искусство людей, живущих за пределами нашей республики. Жители Осетии, может быть, не всегда могут это увидеть, выехав куда-то на другие территории. А мы даем возможность увидеть это искусство здесь, познакомиться с тем, что вообще происходит, ну, не только в России, но сейчас уже сложнее, но и в мире. Вот. А помимо этого, ну, я всегда говорю, ничего не бывает случайно. Вот когда мы уже созрели к тому, чтобы показать этот проект здесь, мы давно это обсуждаем, мы мечтаем и так далее. Но когда мы уже вот конкретно созрели к тому, чтобы показать его здесь, и возможности для этого появились, в этом году как раз 50 лет, когда Бродский впервые приехал в Венецию, и с тех пор каждое Рождество он ездил туда. Так что, в общем-то, тут какие-то Магия символы, магия чисел, да, сошлась, да. Здорово. Вот. И, в общем-то, я очень рада. Знаете, вот есть несколько таких вот проектов, о которых я, ну, будем так говорить, мечтаю, чтобы показать их здесь. Вот несколько уже случилось. Вот один из них — это проект «Владимир». Ну, приятно, что мечты сбываются. И Я надеюсь, что зрителям понравится и будет интересно это. А помимо всего, вот завтра у нас открытие, а послезавтра в 4 часа у нас состоится такая встреча Владимира со зрителями. Этими зрителями уже, я знаю, будут студенты художественного училища, этими зрителями будут учащиеся 9-10 классов лицея искусств изобразительного отделения. И мне кажется, это им будет очень полезно, встреча с таким художником, во-первых, и увидеть его творчество, а плюс к тому, в общем-то, чисто практически узнать о технике, вот, которой пользуется Владимир. Ну, на самом деле, вот об этой технике, Редко, наверное, причем да, сейчас. мы только в книжках читали. Я, так как когда-то училась в художественной школе, я вот, готовясь к эфиру, увидела знакомые слова, думаю, ой, как здорово. Я вот с тех пор, как училась в школе, это слово никогда и не видела, и Не нигде оно не встречалось оно, да? попадалось. На самом деле, ни на выставках, нигде, ну, крайне редко такое встретишь. Вот. Ну и вот мы увидим это воочию с завтрашнего дня начиная. А еще такой вопрос хочу задать, Галина Майырбековна. Вот вы сами, когда зашли к нам в студию, сказали и снова здравствуйте. Да? То есть очень много проектов, которые реализуются филиалом музея, и очень так глубоко в нашу жизнь внедрилось современное искусство. И когда все затевалось и начиналось, это было очень диковинно, а сейчас это буквально уже действительно часть нашей жизни. Вот скажите, вы когда планируете работу свою, вы подумываете о том, вы вообще имеете в виду, что вот к этому мы еще пока не готовы, давай пока не будем, а вот здесь мы уже вот готовы, давайте вот это попробуем? Ну, в общем-то, наверное, конечно, мы это делаем, потому что мы еще и учитываем, на какой территории мы живем, какая ментальность. Это все-таки Северный Кавказ, это Осетия. И, в общем-то, мы стараемся все это учитывать. Да. Но я должна сказать, что мы, в общем-то, прибегаем к языку такому, стараемся прибегать к языку корректному, понятному. И мне кажется, у нас это получается. Вполне удается, да. Скажите, Галина Майырбековна, что ждет в ближайшее время, что планируете на ближайшее время? Вот уже заканчивается календарный год, может быть, еще... у нас будет выставка Владимира до 1 февраля, а сейчас мы продолжаем работать и активно работаем над подготовкой Аланики 16-й, то есть Аланики 2023 года. Подготовка к ней началась еще в апреле этого года. И вот в начале декабря мы объявили open call на участие в арт-резиденциях, которые пройдут в малых музеях Северного Кавказа, которые мы выбрали. 8 музеев, я уже рассказывала об этом в этой студии.
Аланика, 16-я Аланика будет посвящена интеграции современного искусства в традиционный музей, малые музеи горных и предгорных территорий Северного Кавказа. У нас состоялись семинары с музейщиками. Наши кураторы Наиля Аллахвердиева, это директор Музея современного искусства Пермь, и Анна Щербакова, это куратор, музейный проектировщик. Проехали по музеям Северного Кавказа и выбрали 8 музеев наиболее интересных и тех музеев, в которых коллектив, в общем-то, нацелен на какие-то изменения в своей работе. И открылся у нас сейчас уже сайт alanikafest.art, на котором выложены полнейшая информация об этих 8 музеях. 4 из них музей Осетии. Это музей Костахи Тагурова, мемориальный у нас во Владикавказе. Его же музей в селении Нар, музей защитников Суарского ущелья и музей Задалецкий Нана. В Чеченской республике это музей Льва Толстого. В Дагестане это 2 музея. Музей в самый южный музей в селении Ахты, краеведения музей, и музей палеонтологический в горном селении Чугли. Очень интересный. И в Карачаево-Черкесии музей защитников перевалов. Вот сейчас объявлен конкурс для художников на подачу идей арт-проектов, художественных проектов в этих музеях. Вот Владимир, по-моему, собирается в этом конкурсе участвовать тоже. Я уже был в музее Костахи Тагурова. Вот. Все посмотрел, со всеми все обсудил. То есть в апреле сотрудничеству. состоится уже вот эта мульти-арт-резиденция, где будут реализованы вот эти вот проекты 8 победителей этого конкурса. Будут выбраны 8 художников, то есть 8 пар, музей-художник. Художники поедут в эти музеи и реализуют там свои вот эти вот художественные проекты. То есть они подают свои идеи Сейчас они на подают рассмотрение? идеи на рассмотрение. Кураторы выберут 8 человек, то есть 8 пар, музей-художник. И в конце января победители совершат поездки ознакомительные уже в те музеи, которые они выбрали. Потом будет мастерская во Владикавказе, где будет обсуждаться и дошлифовываться эти концепции. А потом уже художники составляют полное техническое задание. Мы готовим все для того, чтобы они приехали и реализовали этот проект. И в апреле это все будет реализовано. Что ж, желаем удачи и с нетерпением ждем, как всегда, Аланики. И спасибо вам, Владимир. Я надеюсь, что завтрашнее открытие вас порадует и порадует всех жителей республики, всех гостей, кто ее посетит. Спасибо большое. Спасибо, Алана. Спасибо. Это все на сегодня. Спасибо за внимание. Всего доброго и до встречи в эфире.